альтернатива есть. Альтернатива уникальная настолько, что она решит проблемы не только сохранения пенсионного возраста, но и проблему повышения пенсий. Эту альтернативу я без устали продвигаю 18 лет. Я называю ее пенсионным оборотным налогом. То есть налогом, который будет собираться не от фонда зарплаты, разоряя тем самым работающее население, те самые 70-80 миллионов человек, а будет собираться от выручки предприятий. Этот налог спасет экономику, он восстановит права машиностроения, строительства, то есть самые запущенные отрасли. Я призываю, особенно молодежь, продвигайте идеи, то есть именно те самые идеи, которые сделают наше общество, как сказали выше, социальным государством на деле, а не на бумаге. Для этого, как тоже сказал выступавший выше, нам нужна экономика, которая лидирует во всем мире. А такое возможно только в том случае, если налогообложение будет построено по принципам, заложенным в Конституции, то есть по принципу равенства и справедливости. Путин, выступая в своей речи, фактически выступил против Конституции, против справедливости налогообложения. Если у нас будет оборотное налогообложение, то тем самым мы решим проблему НДС, дискриминирующее влияние которого самым негативным образом сказывается на экономике. Мы избавимся от негативного распределения прибыли и налога на прибыль, от НДФЛ, которыми не должны облагаться малые доходы, до 50 тысяч хотя бы. И уж тем более грабительские страховые взносы. Поэтому я прошу митинг вашего согласия на то, чтобы в резолюции нашего сегодняшнего мероприятия прозвучали слова о том, что налогообложение Российской Федерации должно строиться на принципах оборотных налогов, как это было в Советском Союзе. Давайте проанализируем, а способен ли Путин изменить ситуацию в экономике? Вот майский указ 2012 года. Занимаем 13 место по валовому внутреннему продукту. При Сталине мы занимали твердо 2 место в мире. По паритету покупательной способности 43 место в мире занимаем. Какая экономика? Ставилась задача за 6 лет повысить производительность труда. Называлась цифра 50%, повышена на 0,5%. 0,5% производительность. Должны были создать 25 миллионов рабочих мест. Где они? Нет их. Дальше. О каком росте труда может идти речь с 92 по 16 год? 1,5 миллиона молодых перспективных ученых уехало на Запад. Число бедных с 15,5 миллионов в 2013 году увеличилось до 22 миллионов в первом квартале 2017. Где прогресс? Где плоды правления Путина? Почти 5 миллионов рабочих получали за свой труд чисто символическую плату. 7800 рублей минус 13% по доходу. На 6 тысяч можно жить? Но и вместе с тем Конституционный суд признал, что незаконно не выплачивали коэффициент северный, в Воркуте, Ухте и так далее. Но ни один ведь суд не подаст на государство. Пособие по безработице 4900. Затем снижается до 850 рублей. Можно на 850 рублей жить. Вот сейчас человек из Германии приехал, уехал отсюда, говорит, пособие мигранту 700 евро. 700 евро, это, извините, 50 тысяч рублей. В Германии, значит, в результате оптимизации расходов ликвидированы десятки ФАПов. Смотрите, что случилось. На 150 миллиардов в 2017 году сократили расходы на здравоохранение. Закрыли все фельдшерско-акушерские пункты, да? И вы представьте, у вас в селе умирает человек, а вам 300 километров до районного центра. Как вам справку получить о его смерти? Или место на кладбище? Езжай за 300 километров. Это никого почему-то не беспокоило. Но сейчас власти нам обещают цифровую экономику внедрить, роботизацию, компьютеризацию и так далее, и так далее. Все это чушь.
Сегодня я вам приведу в Дубае, который здесь приводили, все уже метро работает целиком безлюдно на автоматике. Дальше. В Японии в гостиницах уже нет рабочих уборщиков, только роботы убирают. В Германии проходит заключительная стадия испытаний, вы, наверное, видели, без водителя машины с программным управлением. Так? В Южной Корее работает 300 роботов. Фабрика, которая папашева Adidas. Так что я за реформы, но прежде всего не эту вопрос надо ставить, надо отбросить вопрос о реформах на 6 лет и поднять жизненный уровень населения прежде всего. Не только жизненный, но и экономику страны, чтобы мы хотя бы на 4-5 месте в мире находились, но не на сейчас, как 43-й, по паритету покупательной способности. У меня все.